Здравствуйте. Сегодняшнее совещание посвящено развитию двух наших регионов, имеющих серьезное, если не сказать стратегическое значение для всей страны. Это Республика Крым и город Севастополь. Обсудим и достигнутые результаты, и имеющиеся проблемы, и ключевые задачи на перспективу. Сразу отмечу, что за время, прошедшее с исторического момента воссоединения с Россией, Крым и Севастополь добились действительно впечатляющих успехов по многим направлениям. И прежде всего это касается качества жизни, развития социальной сферы, базовых отраслей экономики. Так, за 10 лет с 2014 по 2023 год кратно выросли объемы валового регионального продукта. В Крыму в 3,7 раза, а в Севастополе аж в 8,7 раза. Также динамично росли темпы инвестирования в значимые проекты развития. Важно и то, что существенно увеличились собственные доходы региональных бюджетов. В сравнении с 2014 годом в Республике Крым в 5 раз, а в Севастополе в 4,5 раза. Эффективно работает механизм свободной экономической зоны. Причем объем привлеченных инвестиций позволяет ожидать и дальнейшего роста собственных доходов регионов. Одним из основных инструментов, обеспечивающих именно комплексный, системный подход, служит государственная программа социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Напомню, что общий объем ее финансирования составляет 1,5 триллиона рублей с 2015 по 2027 годы. В ходе реализации госпрограммы уже многое сделано. Среди важных объектов это инженерные сети, тоннельный водовод к южному берегу Крыма, полигоны для рекультивации отходов, новые автотрассы. В том числе по маршруту Симферополь-Евпатория и первый этап юго-восточного обхода Симферополя. И это сделано только за прошлый год. Одновременно строятся объекты здравоохранения и образования, спорта, досуга и отдыха. Такое комплексное развитие инфраструктуры, в свою очередь, стимулирует жилищное строительство. Отдельно отмечу важность сохранения и дальнейшего благоустройства памятников истории и культуры, которыми богата эта наша древняя земля. Ярким примером такой работы является уникальный музей-заповедник, историко-археологический парк Херсонес-Таврический. Еще один духовный и просветительский центр Крыма – соборная мечеть в Симферополе, строительство которой также завершено. Кроме того, в Севастополе возводится музейный и театрально-образовательный комплекс. Качественно обновляется туристическая инфраструктура. С 2014 по 2024 год Крым посетили более 20 миллионов человек, а Севастополь около 2 миллионов туристов. Что касается предстоящих задач, то в целом в ближайшие 3 года только в рамках упомянутой госпрограммы планируется завершить работы более чем на 230 объектах капитального строительства и выполнить 32 мероприятия. Федеральное финансирование предполагается в объеме свыше 316 миллиардов рублей. Средства выделяются немалые, требующие рачительного, ответственного отношения, строгого контроля за их целевым использованием. И, разумеется, руководству регионов необходимо задействовать возможности новых национальных проектов, запускаемых с этого года. Подчеркну, с применением уже действующих и новых инструментов важно сохранять набранные высокие темпы развития Крыма и Севастополя. Выходить на еще более масштабные задачи в интересах жителей. Всегда опираться на их пожелания, запросы, конструктивные идеи. Оперативно и по существу решать те проблемные вопросы, которые они ставят. И в конечном счете оценивать полученные результаты, тоже исходя из мнения людей. Это, собственно, как везде мы делаем по нашим планам. И это в полной мере относится и к той работе, которая идет сейчас по ликвидации последствий аварии танкеров в Керченском проливе в конце прошлого года.
Я жду здесь активных действий от созданной правительственной комиссии. Знаю, что сегодня она тоже работает. И в целом прошу правительство активно взаимодействовать здесь с регионами. Пользуясь возможностью, хочу еще раз поблагодарить волонтеров, которые с первых дней включились в работу по очистке берегов. Еще раз обращаю внимание всех служб и ведомств, как федеральных, так и региональных, необходимо тщательно, в полном объеме провести весь комплекс планируемых мероприятий. Это имеет принципиальное значение для качества жизни людей, экологического благополучия в Крыму и Севастополе, во всех наших причерноморских регионах. Давайте перейдем к повестке. Знаю, что губернатор Севастополя находится сейчас в Академии хореографии на мысе Хрустальном. Она построена в рамках большого проекта, о котором уже упоминал, по созданию в разных регионах страны крупных музейных и культурно-образовательных комплексов. Уверен, что новый объект станет еще одной жемчужиной не только для Севастополя и Республики Крым, но и для всего юга России. Это вообще такое учреждение, которое будет связано с подготовкой талантливых молодых людей, талантливых детей на такую длительную перспективу в будущем. Я так вижу, Михаил Владимирович там уже находится, да, и как раз в окружении воспитанников этих учреждений. Пожалуйста, давайте и с этого и начнем. Михаил Владимирович, вам слово, прошу вас. Владимир Владимирович, добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Действительно, нахожусь сейчас в Академии хореографии. Это второй объект культурно-образовательного комплекса на мысе Хрустальный. Был первый – это многоквартирный дом для преподавателей, собственно, будущего строящегося культурного комплекса. Академия хореографии была достроена в августе прошлого года, и уже со второй четверти 2024 года здесь были организованы занятия. Уже сегодня 45 воспитанников живут в интернате, всего на 125 комнат интернат здесь построен, полного комплекса, со столовой, со всем необходимым. То есть, в принципе, здесь может проживать и обучаться в интернате до 250 воспитанников. От всего уже в академии учатся в настоящий момент до 204 ребенка по разным направлениям, по разным программам. И это не только севастопольцы, Владимир Владимирович, это ребята и из Краснодарского края, конечно же, с Республики Крым, с Белгородской области, Самары, Новосибирска. То есть география очень обширна. Что интересно, есть ребята из Москвы и Санкт-Петербурга. И, конечно, мы рассчитываем и понимаем, вот с Марией Александровной обсуждали, сейчас будет у них еще дополнительный профильный отбор для поступления на будущий год. И мы уверены, конечно, что конкурс будет очень большой, когда уже появился в Академии собственный дом. Вообще место, конечно, потрясающее. 16 залов. Ну, вот специалисты говорят о том, что такая академия единственная в мире. То есть вообще нет аналогов вот по уровню именно подготовки для профильных специалистов. И есть огромный атриум на улице на 345 мест для того, чтобы ребята летом занимались спортивное ядро, и даже бассейн, библиотека и, конечно же, школа для тех, кто проживает в интернате. Но я думаю, Владимир Ильич, сейчас вот как раз идет вечером репетиция, у ребят завтра спектакль учебный, поэтому я бы хотел слово предоставить Марии Александровой, ректору Академии и ребятишкам. Добрый вечер. Добрый вечер. Я хочу поблагодарить вас, Владимир Владимирович, за такое точное, стратегически выверенное решение поставить на берегах этого удивительного города Академию хореографии. И я уверена, что наша Академия стала негласным символом вложения в будущее наших детей, образования, культуры и науки региона. Мы, конечно, сейчас дождались вашего присутствия. У нас немножко идет действительно репетиция, у нас завтра концерт. Дети отучились полный рабочий день и вот пошли репетировать подготовку к завтрашнему мероприятию. Поэтому мы все в ожидании, мы все очень гордимся тем, что у нас есть наш домашний учебный театр, потому что это не только душа нашей академии, но, как мы еще иногда говорим, и наше убежище. Мы здесь проводим очень много времени, готовимся и к тому, что в скором времени откроется театр оперы и балета. И так как артисты готовятся здесь, то мы все надеемся, что они туда скоро в полном своем объеме перейдут. У нас большие стратегические планы. Мы вместе общаемся, вместе дружим, вместе решаем наши непростые, но интересные задачи.
Чего не хватает, скажите, пожалуйста. Что еще нужно сделать для детей, для деятелей искусства? Ну нет, Простые когда вопросы объект запускается, тогда приступаете к эксплуатации, тогда понимаешь, чего действительно чего-то нужно добавить, на что-то обратить внимание, что-то сразу отремонтировать или довести, где-то что-то, труба какая-то подтекает. Какие проблемы есть? Позвольте Марии Александровне помочь немножко, вот, как человеку, который активно, так сказать, старается с первого дня, чтобы здесь действительно жизнь была налажена, но действительно в эксплуатационном вопросе у нас есть нормы для федеральных учреждений. Мы знаем, что Академия хореографии – это федеральное учреждение. И, соответственно, все, что касается уборки, охраны, различных других бытовых нужд, необходимо, значит, через 44-й федеральный закон торговать и выбирать подрядчиков. К сожалению, вот первый опыт уже показал, что было огромное падение, и компании, которые по 44-му закону выиграли эти конкурсы, ну, мягко говоря, не справляются. Конечно, мы дополнительные ресурсы привлекаем, но если бы можно было бы дать такое поручение, чтобы именно для учреждений, ну, мы делаем такого уровня объекты, очень дорогие, здесь все шикарно, отделка, ну, то есть все сделано для детей по последнему слову науки и техники, и, конечно, это все достойно должно содержаться. Есть нормативы, которые считаются, сколько это должно стоить в рынке, то есть это все могут проверить надзорные органы. Но чтобы просто можно было, да и, честно говоря, в Севастополе такого уровня компаний, которые могли бы комплексно управлять такими объектами, ну, единицы, можно там на пальцах одной руки пересчитать. Возможно, захотят какие-то компании приехать, федеральные, заниматься, но когда это будет нормальная твердая цена, чтобы они хотя бы на первое время могли вот так именно выбрать по уже определенной посчитанной цене и получать нормальную, качественную эксплуатацию, потому что иначе мы вкладываем огромные деньги, а потом у нас не получается на достойном уровне объект содержать. Вот эта проблема, наверное, которую Александр поддержит, сейчас самое, наверное, главное, ну, на этапе женщина запуска. Не мечтает, чтобы сильный и благородный мужчина спас ее от хозяйственных нужд? И чтобы у нее были немножко денег на карманные расходы, чтобы ничто не отвлекало от воспитания детей и создания творческой атмосферы. Благодарю. Вы свои предложения, пожалуйста, изложите и за подписью губернатора мне пришлите как можно быстрее, прямо сегодня-завтра. Хорошо? Да, спасибо. Спасибо. Я вас Ну, если можно, ребята... Что? Поблагодарите, пожалуйста. Если можно, ребят, отпустить на репетицию дальше с Марией Александровной, а я тогда продолжу, коротко доложу о результатах. Всего региона. хорошего. Хорошего Поздравляю вечера. вас с началом работы. Спасибо. Спасибо. Хорошего вечера. До свидания. Пошли. Спасибо, ребят. Ребята, всего хорошего. Жан Владимирович, ну, Пожалуйста. продолжая... Что-то хотели бы добавить, Михаил Иванович? Да, я хотел бы еще коротко рассказать в целом о культурном комплексе в Севастополе, потому что, естественно, сейчас продолжается строительство двух других важных объектов. Об одном сейчас Мария Александровна, ректор сказала, театр оперы и балета. На сегодняшний день строительная готовность 55%. Ну, мы планируем, что в основном строительные работы будут завершены к концу года и начнется уже внутренний отделочный монтаж оборудования. Также строится музей современный для Российской художественной галереи, еще одного федерального нового учреждения. Сейчас его тоже готовность порядка 46%. Также строители планируют строительную готовность и перейти к монтажу оборудования к концу текущего года. Кроме того, в этом году мы начинаем благоустройство всех территорий вокруг этих объектов, завершаем дорогу, потому что на части дороги сейчас строительная площадка театра расположена, и переходим также к началу благоустройства парка, который рядом с культурным кластером будет создаваться по вашему поручению. Парк порядка 10 гектар, который дополнит и украсит все это пространство. Это, Владимир Ильич, если говорить о культурном комплексе на мысе Хрустальном, который реализуется по вашему поручению Федеральному собранию, данному в 2018 году. Несколько слов хотел сказать об итогах за 10 лет развития Севастополя. Вы сейчас уже главные цифры назвали. Еще раз хотел сказать, что действительно у нас ВРП на сегодняшний момент увеличился в 9 раз, то есть с 30 миллиардов рублей в 2014 году до 300 миллиардов по итогам 2024 года. Промышленное производство выросло в 2,5 раза. Индекс промышленного производства только за 2024 год составил 117%. Кроме того,
Собственные доходы бюджета действительно также стабильно растут. У нас с 8 миллиардов в 2014 году, вот по итогам 2024 года мы зафиксировали доходы бюджета собственные, налоговые, неналоговые, 36,6 миллиардов рублей. И то есть мы видим, что в 4,5 раза доходы бюджета растут за счет, естественно, прежде всего тех возможностей, которые создают рабочие места и новые предприятия, и благодаря свободной экономической зоне, как вы правильно сказали. Рост инвестиций в основной капитал. Вы ставили задачу, чтобы по итогам 2025 года Севастополь должен привлечь 200 миллиардов инвестиций. Вот по предварительным данным статистики, на конец уже 2024 года, начало 2025 года, мы привлекли 237 миллиардов частных инвестиций. То есть задача, поставленная вами, уже решена с перевыполнением. Конечно, мы надеемся, что после всех уже окончательных расчетов статистики эти цифры подтвердятся, но тем не менее уже по первому полугодию мы видим, что задача будет выполнена в полном объеме и с превышением. Кроме того, очень важный показатель: с 2014 года по сегодняшний день Севастополь серьезно вырос. Если сегодня в Севастополе проживает уже 561 тысяча человек, а в 2014 году это было 340 тысяч человек. То есть мы видим, что у нас на 43% по сравнению с 2014 годом вырос город. Конечно, это благодаря тому, что качество жизни улучшается и люди принимают решение переехать в Севастополь. Кроме того, мы, если перейти к государственной программе, у нас за 10 лет по государственной программе Севастополю было выделено 153 миллиарда рублей. На эти средства построено, это вместе госпрограммы и национальные проекты, на эти средства совокупно было построено 153 новых объекта. 119 в рамках государственной программы и 34 в рамках национальных проектов. Кроме того, хотел несколько сказать об основных сферах. Образование. 30 объектов с 2014 года построено, 9 новых школ на 4989 мест, 20 детских садов построено и реконструировано полностью капитальным ремонтом, 4280 мест. И построен по вашему поручению кадетский корпус Севастопольский следственного комитета имени Истомина, который уже работает полноценно, очень востребованное учебное заведение. Там тоже у нас 200 мест, прежде всего, конечно, ориентированных на детей, участников специальной военной операции и детей незащищенных категорий. У нас уже 2 года, Владимир Владимирович, нет проблем вообще в детских садах с актуальной очередью. То есть она 2 года назад была решена, и то количество мест, которые созданы, дает возможность спокойно ребятишкам приходить в детские сады, когда родители готовы уже их туда отдать. Кроме того, у нас 27 объектов в 15 школах отремонтировано по президентской программе, которая вот 3-й год реализуется очень эффективно. Мы стараемся делать эти объекты под ключ, делать еще кроме просто ремонта зданий и замену сетей внутриплощадочных и благоустройства, чтобы дети получали фактически новые учебные заведения. По спорту 65 объектов спорта построено за 10 лет. У нас благодаря этому увеличилось в 2 раза уровень вовлеченности граждан в занятия спортом. Сегодня он составляет 59,1% вовлеченности в занятия спортом. Причем сделали такие масштабные объекты, как полностью отреставрировали, реконструировали спортивно-оздоровительный комплекс имени 200-летия Севастополя с легкоатлетическим ядром и водным видом спорта имени первой олимпийской чемпионки Советского Союза по плаванию Галины Прозуменщиковой. Сегодня эти объекты введены, полноценно работают. 6 больших фоков построили, причем специализированных, 1 с бассейном, 1 школа бокса, 1 дом самбо. Фиджитал-центр, чтобы участвовали наши севастопольцы тоже в играх будущего. 46 спортивных площадок, 6 факотов и так далее. То есть по спорту очень серьезно развита была вся необходимая инфраструктура. Здравоохранение. 38 объектов мы построили новых. Это, конечно, прежде всего первичное звено. Многих я вам докладывал. Это и школа, и больница, амбулатория на Фиоленте у нас на 100 посещений в смену, в Бухте Казачьей. Больница на 320 посещений в смену. 15 ФАПов во всех наших сельских территориях.
купили за 10 лет благодаря национальному проекту прежде всего, ну и в том числе и государственной программе, 16 тысяч единиц медицинского оборудования. И вы знаете, долго была проблема, что мы работали по уведомлению нашей системы здравоохранения, а не было лицензий. Вот мы завершаем в этом году, у нас до 1 июля должна была быть завершена лицензирование. На сегодняшний день 118 из 120 объектов пролицензировано. Мы укладываемся, больше продления не будет. То есть с этого года Севастополь полностью интегрирован в правила и систему здравоохранения, которая принята в Российской Федерации. То есть все объекты отлицензированы и все услуги, которые медицинские предоставляются, также отлицензированы. Но если заканчивать про здравоохранение, хотел сказать, что такой важный показатель, как продолжительность жизни. В 2014 году ожидаемая продолжительность жизни был 70 лет. Сегодня в Севастополе 75 лет ожидаемая продолжительность жизни. То есть мы уже достигли тех показателей, которые сегодня ставятся в принципе в новых национальных проектах. Мы будем эту динамику, конечно, продолжать. У нас много долгожителей, климат все это позволяет, слава богу. Несколько слов о дорогах. 146 объектов у нас только в 2024 году было отремонтировано. 3 искусственных сооружения. А вообще за 10 лет, Владимир Владимирович, 696 километров дорог в Севастополе было отремонтировано, 912 объектов. По итогам реализации национального проекта «Безопасной качественной дороги» в 2024 году Севастополь вошел в 20-ку регионов-лидеров. У нас доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, которые должны соответствовать нормативным требованиям. Целевой показатель был по нацпроектам, по итогу реализации нацпроекта 75,5%. Мы достигли 79,55%. То есть превысили плановый показатель национальных проектов. А вот когда только в 2014 году этот показатель был 37%. А сегодня 79. Ну и, конечно, вы знаете о таких объектах, которые полностью были завершены. Вообще трасса Таврида на всем Крымском полуострове, но 7-8 этапы Тавриды в на Севастопольском участке, они тоже, вот 8 этап был завершен в этом году, полностью вся трасса готова с развязкой на Ялтинском кольце, с освещением. И Камышовое шоссе, еще один важный большой объект, как объездная дорога Севастополя, тоже за это время был построен. Владимир, у нас понятно, что сейчас одна из главных задач – это поддержка семей участников СВО. Вы объявили этот год годом защитников Отечества. В Севастополе очень много воинских частей, очень много подразделений воинских, поэтому очень много семей защитников Отечества. Мы оказываем всю необходимую возможную помощь, приняли закон сразу же в 2022 году, 12 мер социальной поддержки оказываем. Но я хотел сказать, что и государственная программа, которая действует, очень помогает, потому что, например, благодаря государственной программе в одном из микрорайонов, где у нас компактно очень много семей военных проживает, мы построили целый социальный кластер благодаря государственной программе. Это школа средняя, большая, на 1000 мест. Дополнительно отдельно школа для начальных классов, отдельное здание, 2 детских садика, поликлиника на 320 посещений смену, совмещенная взрослая и детская. И в этом году, в 2024, точнее, завершили заключительный объект этого социального кластера. Это многофункциональный культурно-досуговый центр с залом на 380 мест, с огромным количеством помещений для занятий кружков, секций. То есть полностью у нас, не покидая свой микрорайон, военные смогут, семьи военных, дети военных будут получать все необходимые услуги. Кроме того, у нас в прошлом году в законодательном собрании Севастополя появился постоянно действующий комитет, посвященный проблематике специальной военной операции. Его возглавил Герой России Роман Сергеевич Кулаков, участник программы «Время героев». Он блестяще провел кампанию, избрался в законодательное собрание. Сегодня профильным комитетом руководит, занимается тем, чтобы максимально мы могли все потребности законодательно отразить. 2 слова буквально про благоустройство. С 2014 года 96 общественных пространств сделано в Севастополе благодаря национальным проектам, другим источникам. Это более 100 гектаров благоустроенной территории. Освещение. 16 тысяч у нас цветоточек было в 2014 году. Сегодня практически 50 тысяч. То есть город освещен значительно лучше. Причем в тех местах, где никогда из советского времени освещения не было. Благодаря вашему поручению, когда у нас был водный кризис на полуострове, мы существенно улучшили инфраструктуру водоснабжения. Вот этой работой Марат Шакирзянович Хуснуллин руководил. Мы смогли отремонтировать 54 километра сетей водоснабжения, существенно
существенно снизить технические потери в сетях. Кроме того, построены 2 резервных источника. Это водозабор на Бельбеке и водозабор в Кадыковском карьере. И теперь мы застрахованы от таких перепадов климатических и совершенно точно понимаем, что водная проблема Севастополю не угрожает. Ну и в заключение о масштабных проектах про новый Херсонес, который был открыт в день крещения князя Владимира 28 июля 2024 года. Вы сказали, Владимир Владимирович, я только хочу сказать, что нет даже вот слов, как от всех севастопольцев, отблагодарить вас за это решение, за этот проект, потому что это совершенно уникальное, потрясающее пространство, которое прямо с первого дня начало жить. Сегодня там проходит масса мероприятий, там был потрясающий совершенно Новый год и Рождество. Уже вот просто с момента открытия 1,5 миллиона человек посетили новый Херсонес на все вот мероприятия. И поток, конечно же, не прекращается. Продолжается строительство яхтенной марины, строительных в Балаклаве. Вы тоже знаете об этом проекте. 38% уже готовности строительной. В этом году заканчивается Таврическая набережная, строители переходят на следующий объект. Начинаются уже инвестиционные проекты, которые прежде всего связаны с восстановлением памятников и усадеб, которые на набережной находятся. Это, как вы знаете, частный бизнес будет инвестировать в эти объекты. Уже начался реставрация кинотеатра «Родина» на набережной. И, конечно, севастопольцы ждут, когда уже этот объект будет закончен. Ну и про культурный кластер я уже сказал. В завершении я хотел поблагодарить вас от всех севастопольцев за поддержку города в самых сложных ситуациях. И, конечно, государственная программа, которая реализуется эти 9 лет, она существенный импульс развития дала. Поэтому я понимаю, что коллеги будут тоже об этом говорить, но я бы хотел сказать, что очень важно, и здесь просьба, если есть такая возможность, продлить эту программу до 30 года, чтобы мы могли, синхронизировав с национальными проектами, которые сегодня до 30 года спланированы, вот, выстроить всю логику развития в среднесрочной перспективе до 30 года, взаимодополняющую, и продолжить добиваться тех результатов, которые прежде всего должны отразиться на качестве жизни людей, как вы задачу ставили. У меня вопрос есть, Михаил Владимирович. Конечно. Как складываются взаимоотношения с арендаторами и собственниками земельных участков, примыкающих к этому культурному кластеру на одном из объектов, в котором вы сейчас находитесь? Как идет освобождение необходимых участков земли, необходимых для дальнейшего развития проекта? Владимир Владимирович, у нас действительно есть несколько участков, которые по вашему поручению нам должны передать коллеги из Министерства обороны. Там работа вся организована. Недавно был заместитель министра Павел Михайлович Фродков. Лично еще раз все объекты, все участки, всю территорию посмотрел. Там есть дорожная карта, понятно, как с этим действовать. Есть несколько частных участков, которые частным владельцам принадлежат. Это как бы по сравнению с землями, которые должна передать Минобороны, совсем небольшие объемы, но их надо будет выкупать. Средства тоже у нас определены в рамках вашего поручения, в рамках средств, которыми сегодня Промсвязьбанк располагает, для того, чтобы эту работу нам помочь сделать и приступить уже к благоустройству. Что касается еще там одного объекта, который находится непосредственно за Академией хореографии, это так называемая, частный яхт-клуб. Сейчас тоже переговоры ведутся. Здесь мы привлекаем инвестора, который должен будет выкупить этот объект для того, чтобы на этом месте потом была уже построена для детей детская парусная школа для клуба ЦСКА, который будет другого уровня, и она будет соответствовать уровню всего культурного комплекса, который формируется на этой территории. Но нужно что-то делать для того, чтобы вам помочь. Помогать нужно вам, или вы справляетесь? Нет, проблем нет. Владимир Ильич, сегодня тот ресурс, который был определен вами по линии Промсвязьбанка, он позволяет все вопросы урегулировать. Единственное, уже окончательное распределение мы должны сейчас последние нюансы согласовать и вместе с Маратом Шакирзяновичем доложим уже окончательный вариант, на что будут потрачены эти средства для того, чтобы нам все задачи по благоустройству территории выполнить. В том числе и начать благоустройство парка. Какого-то сопротивления нет, просто речь идет о завершении переговоров, я так понимаю, сейчас, да?
Совершенно верно, Владимир Владимирович. Было небольшое там недопонимание, но которое уже урегулировано там, по одному объекту Минобороны, потому что там требовался перенос этого объекта на иной земельный участок. Для этого нужны были средства. Но еще раз говорю, они вами уже были определены. Все, хорошо. Ладно. Спасибо. Спасибо за доклад и за результаты работы. Пожалуйста, Аксенов Сергей Валерьевич, Крым. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, что хочу сказать, 11 лет на родине, практически уже 11-й год, в марте будет. Спасибо вам, Владимир, за принятое решение, конечно, все это произошло благодаря такому народному подъему. Спасибо за то, что мы вернулись. Что хочется сказать, сегодня для крымчан делом чести номер один является это поддержка принимаемых вами решений в части проведения специальной военной операции, в части поддержки Крыма в различных сложных ситуациях, ну и поддержка наших военнослужащих. По нашим военнослужащим, вы правильно сказали, хочешь сделать хорошо, делай сам, то есть как бы я сам занимаюсь рассмотрением всех обращений, которые поступают. В целом, то есть вот за 24 год лично на мою страницу ВКонтакте и в Одноклассниках поступило более 60 тысяч обращений. Я читаю все обращения сам, персонально. Более 6 тысяч из них это обращения военнослужащих и членов их семей. С Фондом защитником Отечества, с коллегами, то есть полностью рассматриваем ситуацию. Всю принимаем участие в формировании регионального этапа «Время героев». Сам являюсь наставником, то есть для Героя России Старостина Антона Игоревича. Это правильный офицер, который будет строить карьеру непосредственно в органах государственной власти. Сенатором от Республики Крым, Герой России, представлен Нимченко Юрий Петрович. У нас военнослужащие как раз те, кто уже заслуженно должен принимать участие в формировании, в построении государства, принимают в этом участие в процессе прямо, лично. С точки зрения сегодняшней ситуации, вы по ЧСу, по мазуту уже сказали, у нас за это время, то есть, к счастью, нельзя так, наверное, говорить, к счастью, нам повезло просто больше, чем краснодарским коллегам. В данном случае там у нас небольшой объем пока выбросов. С воздуха по наблюдению крупных пятен, которые дрейфуют вдоль побережья, пока крымского не видно. Однако пока корабли не поднимут, мы все равно ожидаем, что ситуация будет деградировать так или иначе, но принятые вами решения уже реализуются. С федеральным штабом на связи. Савелий Виталий Геннадьевич проводит регулярно штабы. С Александром Вячеславовичем Куренковым общаемся. Завтра у нас штаб по Крыму здесь будет по месту. Всего за это время 400 тонн загрязненной смеси с мазутом было убрано с побережья. У нас все побережье распределено и закреплено за персонально ответственными людьми. Фамилию имеет каждый участок, каждый сегмент побережья. Обход 2 раза в день, соответственно, предметом нарушения, соответственно, пятен мазута. Для нас, ну, так сказать, хорошая работа будет считаться, если мы не дадим мазуту выйти на берег, то есть если соберем его в море. Действуем, значит, готовимся, соответственно, понятно, к проведению курортного сезона. Я вам сегодня в том числе докладывал, мы с правительством Российской Федерации, с Марашем Кирдзяновичем формируем программу по ремонту берегоукрепительных сооружений. В прошлом году у нас, ну, к сожалению, в позапрошлом был шторм века в конце года, посносило большей частью до 80% берегоукрепления. Правительством были приняты в прошлом году решения о выделении 4,4 миллиардов рублей и 3 миллиарда выделено с республиканского бюджета дополнительно. Мы сейчас занимаемся проектированием, ну и доложим с Марашем Кирдзяновичем где-то до 1 февраля, я думаю, подготовим предложение в части финансирования берегоукрепительных сооружений. Что касается, значит, это такой ситуации. Что касается помощи регионам, которые вернулись на родину, у нас Крым является и республика Симферополь, в частности, это центром выплаты различных видов социальной помощи. В целом из жителей Херсонской и Запорожской областей у нас такие виды помощи получили 132 тысячи человек. 36 тысяч это жилищных сертификатов получено жителями непосредственно города Херсона, тем, кому это было положено. Ну, методическую помощь коллегам оказываем, в одной лодке находимся. Мы этот путь проходили уже с 2014 года. Многие вещи, то есть у нас, ну, как раз уже были отработаны, поэтому мы совместно максимально помогаем адаптироваться в наше правовое законодательное поле. По экономике, Владимир, вы уже отметили, что с 2014 года у нас доходы бюджета выросли более чем в 5 раз. За 2024 год динамика по отношению к 2023 году 28% роста. Несмотря на СВО, несмотря на ковид, несмотря на логистику затрудненную, так или иначе двигаемся вперед. Что касается инструментов экономических, в первую очередь у нас было вложено за более чем 10 лет 2 триллиона рублей в экономику Крыма. Из них более половины это бюджетные инвестиции, более триллиона рублей. Основные инструменты это программа, федеральная целевая программа. В зоне ответственности Крыма, вы уже сказали, общая программа 1,5 триллиона рублей с федеральными органами власти. В зоне ответственности республики 583 миллиарда рублей и около 505 объектов построенных, то есть как бы за эти 11 лет в рамках федеральной целевой программы. Национальные проекты, которые приняты, объем финансирования около 100 миллиардов рублей. И у нас, кстати, и в целом по выполнению, по кассе, по всем программам мы приблизились к 100%, 99,8, соответственно,
это кассовое исполнение на конец 2024 года. Ведомственные целевые программы и по вашему решению поддержка, спасибо Сергею Семеновичу, тоже правительства Москвы, 53 миллиарда рублей выделено за эти годы на благоустройство и на систему, соответственно, здравоохранения. Что касается результатов, понятно, создано 95 тысяч рабочих мест за эти годы, соответственно, безработица у нас на 2014 год была 7,2%, сейчас 2,4%, то есть практически в 3 раза. Субъектов МСП, Владимирович, у нас было на 2014 год вхождение Крыма, возвращение на историческую родину 33 тысячи, сейчас 242 тысячи субъектов МСП, соответственно, в 7,2 раза был рост. Как инструменты у нас свободная экономическая зона, вы уже сказали, Владимирович, о них 1269 участников СЭС у нас на сегодняшний день 102 заключено только в этом году, идет рост, то есть по различным направлениям. Основные направления это туризм, промышленное производство, сельское хозяйство в первую очередь. Что касается отраслей, по практически всем отраслям по сравнению с 2014 годом достигнут кратный рост. Так или иначе, с основных, если взять направление здравоохранения, то есть в целом благодаря принятым вами решениям поддержки правительства, у нас отремонтировано капитально или частично из 2000 объектов здравоохранения 900, построено новых ФАПов и амбулаторий 306. Практически такого объема никогда не было, еще более 100 будет введено в течение 1,5 лет в программе, деньги заложены. Благодаря этому, понятно, у нас смертность по всем, без исключения видам заболеваний, уменьшилась от 15 до 40%, в частности, это и младенческая смертность от болезней системы кровообращения. К сожалению, не решены вопросы, это не решенные вопросы, а у нас рост показала смерть от новообразований, злокачественной опухоли, но это было обусловлено лишь тем, что диспансеризацию раньше не проходили с высокой выявляемостью на этом этапе. И при этом из проблематики, конечно, считаем, понятно, кадровый потенциал, к сожалению, то есть пока мы комплектацию кадрами в полном объеме не осуществили, двигаемся совместно с Минздравом Российской Федерации, тем не менее дефицит пока в отрасли есть, но меры поддержки принимаемые, я думаю, что позволят совместно с правительством этот вопрос решить. Хромали немного по обеспечению льготными лекарственными препаратами, вы уже замечания по этому поводу делали на прямом эфире, субъективный фактор, к сожалению, в большинстве случаев деньгами обеспечены полностью, но вытягиваем тоже в ручном режиме, уверен, что эту ситуацию дотянем. По образованию, Владимирович, было в целом, благодаря вашему решению, очередь в детские сады полностью была ликвидирована. У нас на сегодняшний день никто из детей очередь в детский сад не ожидает. Построено в целом за эти 11 лет практически 168 новых детских садов, 10 новых школ, и около 500 объектов образования частично или полностью были отремонтированы. Еще 10 школ у нас в программе строится, соответственно, что позволит частично уйти от второй смены. Сегодня у нас вторая смена, 82 школы, 20 тысяч ребят во второй смене учатся. Тем не менее, то есть это в том числе, потому что у нас ремонты капитальных школ проходят, в том числе и в учебное время, в части перераспределения учеников. Но в целом, то есть кроме этого, в программе мы уже дальше будем смотреть, там еще необходимо 5-6 школ построить, и мы эту тему закроем в полном объеме. По ЖКХ, Владимирович, у нас расходы на систему жилищно-коммунального хозяйства в 22 раза по сравнению с 2014 годом выросли, 35 миллиардов составляют на сегодняшний день. В части водоснабжения с правительством Российской Федерации меры по экономии воды доработали, то есть у нас в год экономим сегодня 11%, на общем фоне немного, но 11 миллионов кубов для Крыма, это достаточно приличный объем. И плюс, спасибо, Владимирович, вы поддержали сегодня вопрос строительства 2 водохранилищ, в национальных проектах есть деньги, я с Кириллом Дмитрием Михайловичем проговорил по ситуации, это для снабжения Ялты и Алушты, мы к проектированию, соответственно, с правительством уже по этой части приступили, в этом направлении действуем. Что касается сельского хозяйства, у нас рост по всем направлениям. Благодаря федеральному финансированию 27 миллиардов за эти 11 лет было выделено. У нас в целом по плодоводству и садоводству, наверное, основной рывок произошел. У нас 10 тысяч гектар садов, 11 тысяч гектар виноградников заложено за этот период. Плодовочной продукцией крымчане, выращенные в Крыму, обеспечены, соответственно, в полном объеме практически на 100%. По технике, благодаря ГТЛК поддержке, мы получили за это время 5700 новых единиц техники сельхоз, 85% сегодня обновление парка сельхозтехники в целом по Республике Крым. Что касается вопросов туризма, за 11 лет, опять же, мы в целом проехали через Крым, и транзитом, и побывали на территории 67 миллионов человек, понятно, плюс-минус там методика подсчета, из которых, понятно, до 2022 года основная часть прибывала авиационным транспортом, с 2022 большая часть прибывает автомобильным транспортом и около 1,5 миллионов по железной дороге. Тем не менее, рост видим, направление, то есть в эту сторону видим. Построено за эти годы 79 новых объектов, в целом открыто новых экскурсионных маршрутов 111. Стараемся максимально, то есть создать комфортную среду
понимаем, что индустрия гостеприимства и в целом доброжелательность, то есть как бы это первое, чего ждут от нас. Ну вот стараемся соответствовать этому образу. Что касается объектов спорта, культуры, в целом, то есть как бы финансирование федерального бюджета и правительством предусмотрено. С республиканского бюджета вот за счет национализированных предприятий только в этом году выделяем дополнительно на частичное или полное ремонт клубов и детских площадок 4,4 миллиарда рублей. Это деньги, полученные за счет национализации. Соответственно, от работающие вражеские предприятия были обращены в доход государства. Вот только в этом году будет построено 9 новых ФОКов за счет этих средств, 120 детских спортивных площадок в полном объеме, 85 клубов частичным ремонтом будут пройдены. Плюс 21 спортзал в школах, в которых никогда не было спортзалов, мы закончим, тоже построим, соответственно, в этом году. В целом, Владимир, вот что хочу сказать, что направления все выбраны правильно, двигаемся, Владимир, вперед, вот всегда знаем, что всегда есть вы за нашей спиной и понимаем ситуацию, поэтому спасибо вам огромное. Но на самом деле без поддержки федеральных органов власти, в целом правительства, законодательных органов достичь подобных результатов быстро было бы невозможно. Поэтому спасибо большое, я коротко доклад закончил. Ждем поручений. Крым с вами, Крым за вас, Владимир. Спасибо. Марат Шахризанович, прошу вас. Уважаемый Владимир Владимирович, за 10 лет с момента утверждения по вашему поручению государственной программы развития Крымского полуострова прошли значительные положительные улучшения. Регионами Крымом и Севастополем федеральным органам исполнительной власти завершена работа по реализации 722 мероприятий и объектов. Построены и отремонтированы десятки и даже сотни объектов здравоохранения, образования, почти 100 объектов культуры и культурного наследия. Решено надежное водоснабжение региона, построено 553 километра водоснабжения, обеспечено надежное энергоснабжение региона. Сейчас идет задача по увеличению мощностей как по электричеству, так и по газу. Построено 1244 километров дорог. Вы знаете, построен переход через Керченский пролив, который, несмотря на постоянные атаки противника, продолжает функционировать. Для его защиты постоянно принимаем комплекс мер по нейтрализации угроз. Ну и вот по итогам дорожного строительства, с прошлого года мы последний участок от Краснодара до Крымского моста завершили. Теперь в Крым-Севастополь можно приехать на машине без единого светофора по дороге первой категории, хоть с Казани, хоть с Москвы, хоть с Санкт-Петербурга. То есть это тысячи километров дорог скоростных. Значит, продолжается, кроме вот таких знаковых объектов, как Херсонес Таврический, как объект на мысе Хрустальном, у нас продолжается работа практически по всем направлениям. В этом году введено часть объектов в Артеке. В следующем году мы планируем в основном закончить работу в Артеке. Значит, эта работа выполнена единым заказчиком. Целый ряд объектов построено, спортивный комплекс в Алуште. Значит, строится прекрасный федеральный детский реабилитационный центр в Евпатории. В следующем году мы его уже завершаем. Всего в 2022 году по вашему поручению госпрограмма была продлена до 2027 года с ежегодным финансированием 110 миллиардов рублей. Это еще дополнительно позволит нам построить 263 объекта и мероприятия. Продолжаем выполнение поставленной вами задачи по обеспечению съездов с трассы Таврида к Черноморскому побережью. В следующие 3 года в рамках госпрограммы будет построено и отремонтировано 29 дорожных объектов. В результате протяженность автомобильных дорог в нормативе превысит 2000 километров. Частью Азовского автодорожного кольца должна стать дорога от Симферополя до Джанкоя. Она более 120 километров. До 30 года Росавтодором планируется ее реконструкция и расширение до 4 полос поэтапно. Также должны быть построены съезды с трасс к побережью. Для этого необходимо увязать местные региональные дороги для обеспечения съездов с федеральных трасс к побережью. В части железнодорожного сообщения в рамках госпрограммы будет завершено строительство и реконструкция 36 километров железнодорожных путей, реконструкция 25 пассажирских платформ. Это сократит время следования поездов и создаст комфортные условия для пассажиров. Вместе с тем видим перспективу в части развития как грузового, так и пассажирского железнодорожного сообщения полуострова в центральной части России через наши новые регионы. Здесь я прошу ваше поручение поработать возможность реализации такого проекта, чтобы мы не только, значит, автодорожным коридором по дороге вдоль Азовского моря, но и железнодорожной инфраструктурой связали Крымский полуостров сегодня с
другими районами, другими регионами Российской Федерации. Сегодня уже активно этим коридором пользуются. Хочу отметить, что здесь важно также и развитие портовой инфраструктуры, что очень важно для развития региона. Продолжаем работу по поставленной вами задаче по очистке стоков вод в акватории Черного моря. Строим очистные сооружения. Сегодня в работе находится 27 очистных сооружений. Сегодня из них завершено 8. В прошлом году 2. Сейчас ведутся работы по реконструкции и строительству 14 очистных сооружений. Еще 5 объектов в Крыму находятся в стадии проектирования. Региону необходимо ускорить эти работы. И жители, и туристы очень ждут этой работы. Значит, также ведется работа по благоустройству. Крым активно и Севастополь принимает участие в всех конкурсах по благоустройству. Программа в рамках нацпроекта выполнена. То, что сказал Сергей Валерьевич, есть вопрос, связанный с берегоукрепительными сооружениями, расширением пляжа. Мы хотели вам отдельно доложить. С источником финансирования вопрос очень важный для развития региона. Это необходимо делать для того, чтобы повысить туристический потенциал региона. Еще одна важная задача для жителей региона — это, конечно, обеспечение социальной инфраструктуры. Вот гигантский объем работы сделан, но еще предстоит много сделать. Буквально за ближайшие 3 года еще будет построено несколько школ, садиков, и, по сути, будут решены все проблемы, связанные с очередностью. Отмечу, что помимо мероприятий госпрограммы, ФАИВа необходимо обеспечить полноценное участие Республики Крым и Севастополя в национальных и федеральных проектах. Владимир Ильич, у нас вот есть задача, поставленная вами в 2030 году, чтобы по всем показателям Крым и Севастополь были по всем показателям не ниже среднероссийского уровня. Поэтому нам очень важно, чтобы все ФАИВы и сами регионы в эту работу включились, и чтобы мы этих показателей достигли. Хочу отметить, что оба региона очень активно принимают участие в проекте «Инфраструктура для жизни». У нас хорошие темпы по жилищному строительству, более 0,60 метра на человека уже вводятся, но потенциал по развитию жилищного строительства еще очень большой. Я надеюсь, что мы в рамках нацпроекта выйдем на показатель более 0,82 метра на человека, что абсолютно возможно для данного региона. Особенно хотим отметить работу по строительству индивидуального жилищного строительства, и, конечно же, важно создавать туристическую инфраструктуру. В обоих регионах завершены текущие программы переселения граждан из аварийного жилья, признан таким до 2017 года. Необходимо совместно с Минстроем сформировать новую программу, над этим мы сейчас работаем. В части дорожного строительства в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» поставленные плановые показатели выполнены. Сейчас мы уже отрабатываем новую программу доведения до 85% в нормативе федеральных дорог, дорог в крупнейших агломерациях, опорной сети, а также 60% региональных дорог в соответствии с планами нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Для этого мы сделаем необходимый комплексный анализ состояния дорог, посмотрим, сколько нам не хватает средств, и в рамках нашего проекта «Инфраструктура для жизни» я думаю, что мы эти задачи решим. Владимир Ильич, вы в 2021 году поручали привлечь в экономику полуострова не менее 1 триллиона инвестиций к 2026 году за 5 лет. Ну, знаете, в то время это казалось задачей вообще неподъемной, мы как-то опасались, с опаской к ней подходили. Но вот сегодня можно сказать, что уже по данным Росстата за прошедшее время 674 миллиарда инвестиций уже привлечено. То есть я думаю, что мы за 2 года при тех темпах, несмотря на все сложности, с этой задачей справимся. Конечно, большую роль в этой работе играет свободная экономическая зона, которая функционирует с 2015 года. Сегодня в СЭЗе более 1500 хозяйствующих субъектов, в основном малых и средних, привлечено более 500 миллиардов частных инвестиций, создано 110 тысяч новых рабочих мест. Но и главный вопрос, что на 1 рубль льгот приходится почти рубля частных инвестиций. Очень востребованный механизм по привлечению инвестиций, то, что вот мы компенсируем часть процентной ставки. Мы, кстати, по итогам прошлого года увеличили объем финансирования, хотя его тоже не хватает, и очень активно у нас обращаются все участники
по данному проекту. Владимир Ильич, ну, конечно, мы набрали хороший темп. Знаете, люди привыкают к хорошему, не хочется этот темп снижать. И так как у нас все-таки инфраструктура для жизни, она до 30-го года с прогнозом до 36-го определена, мы бы очень просили вас принять сегодня решение о продлении этой программы до 30-го года с сохранением объема финансирования не ниже уровня, которые были в последние годы. Мы, конечно, хотелось бы денег больше, но вот даже тот уровень, который есть, он уже нам позволит выйти на стабильные наши планы, потому что много задач, которые стоят на очереди, только при долгосрочной программе мы можем обеспечить все поставленные вами задачи. Ну и также я прошу поручения отработать полноценное участие всех регионов в нацпроектах, всем ФАИВам при планировании своих работ обязательно учесть Крым и Севастополь в своих программах, потому что это тоже большой источник. Мы сейчас раскручиваем новые проекты, очень, конечно, на это надеемся. Ну и, конечно, Владимир Ильич, в завершение я хотел бы сказать вам огромное спасибо. Вы постоянно уделяете Крыму и Севастополю огромное внимание. Вот про культурный центр, ну, знаете, все еще увидят, какое это чудо. Вот. Это вообще объекты мирового уровня. Херсонес и мы... Культурный центр, вот я точно совершенно говорю, это объекты мирового уровня, которые очень достойны, которые для жителей, для туристов будут настоящие жемчужины. Поэтому, Владимир Ильич, вам огромное спасибо руководителям регионов. Мы на постоянной связи, в постоянном контакте. Всем органам исполнительной власти, министерствам, ведомствам, Минэку, который вел эту программу, Минстрой, который поддержал эту программу и сейчас является координатором, наш аппарат правительства с департаментами, кто этим занимается, как кураторы. Вот мы в штабном режиме этим занимаемся, и несмотря на все сложности, у нас это получается. Надеемся, и дальше мы справимся со всеми поставленными вами целями и задачами. Спасибо вам огромное, Владимир Владимирович. Спасибо. Доклад закончен. Вот, что касается функционирования свободной экономической зоны, по моим данным, это около 500 миллиардов привлечено частных инвестиций. Так? Но рабочих мест создано чуть побольше. Вы сказали 110 тысяч, 111, свыше 111 тысяч рабочих мест создано. В целом это, конечно, хороший показатель. Что касается объемов привлеченных инвестиций в основной капитал, здесь, конечно, показатель очень достойный. По Республике Крым это такой показатель, значит, в 10 раз вырос. С 26 с небольшим миллиардов до 260 почти миллиардов. А по городу Севастополю в 37 раз рост. 37 раз. С 2,6 миллиардов до почти 100 миллиардов рублей. И это, конечно, тоже показатель такой достойный, мягко говоря. Но и по жилищному строительству тоже показатели хорошие. Только за последние 5 лет, за 5 предыдущих лет, введено 4,5 миллиона квадратных метров жилья в Крыму и почти 3 миллиона, 2,8 миллиона квадратных метров жилья в Севастополе. Надеюсь, что люди это видят. В целом сделано немало, но мы не должны останавливаться на этом, должны посмотреть на все, на то, что мы считаем нужно сделать дополнительно в ближайшее время. Вы предлагаете продлить программу до 2030 года? Да, Владимир Владимирович, потому что у нас 17 проект до 30 года. Нам и программу надо, чтобы было синхронизировано и увязано. Чтобы мы жили в одних координатах. Согласен. Будем считать, что договорились и решение принято. Спасибо.